Добрый день, уважаемые коллеги. Мой первый вопрос, адресованный к аудитории, связан с тем, что доклад свой подготовил на абхазском языке. И статья написана на абхазском языке. Конечно, неудобно на абхазском, но если это нужно для гостей, вот у нас есть аудитория, которая с той стороны? Да? Да, Ну, тогда абхазская часть аудитории вы смотрите на экран, на абхазском языке, а не абхазская часть аудитории я буду переводить на русский язык. Значит, тема моего доклада византийские гимнографические тексты в переводе на абхазский язык, тропаи и кандаки двунадесятых праздников. Особенность этого еще выступления заключается в том, что терминология, которая мною используется на абхазском языке, та часть терминологии, которая взята из древнегреческого языка, я адаптирую к абхазскому языку с учетом фонетики самого оригинала языка, поэтому там очень много интересных терминов, которые будут вам интересны, а может быть вы впервые в такой озвучке их слышите. Например, Византия, агимнография текста, агимнография. Не гимнография, а гимнография. Из Ванзер, а фонетику высущу, потом Манзаги, Византия, Умба, Византия. Значит, византийская гимнография – это огромная тема. Я даю ссылки на соответствующую литературу в своей статье. Здесь это я все не буду перечислять. Значит, она в основном была составлена, понятное дело, в византийский период, значит, и на греческом языке, средневековом отчасти, древнегреческом, вот, и до сегодняшнего дня используется в грекоговорящих церквях, к коим относятся Константинопольская, Александрийская, это Египет, Иерусалимская, Элладская и Кипрская. Хочу обратить ваше внимание, значит, на следующий слайд, пожалуйста. Вот обратите внимание, что хорошо нам знакомое слово «аберзен», которое мы используем в абхазском языке для обозначения греческого или греков и названий Греции и так далее. Я этот термин не использую, я использую термин «аэлэн бэсша», «эллада», как они сами себя называют. Но, тем не менее, по данным современного исследования, один из европейских исследователей полагает, что этот термин происходит от названия Византио или Византия, отсюда Берзен, то есть от названия там, где образовался Константинополь. Таким образом он попал в картвельскую группу языков и оттуда перекочевал в новое время в абхазский язык. Значит, дальше. Теперь в данном своем докладе из всей византийской гимнографии я остановлю свое внимание только на тропарях и кандаках двунадесятых праздников. Ну, для того, чтобы было понятно, о чем идет речь, тропарь слово попало в русский язык из греческого языка. Тропарион, следующий слайд, пожалуйста. Тропарион, что означает мелодия, гармония, значение мелодии, гармонии, хотя у него есть и другое первичное значение. Дальше слово кандак также попало из греческого языка от слова кандакион, которое происходит от слова кондос, длинная палка. Это интересная история, то есть свиток, на котором были написаны эти церковные песнопения, кандаки, значит, свиток обычно заворачивался в такую палку, как вы знаете. Она раскрывалась таким образом и могла так раскрываться. Вот от названия от этой палки и сами песнопения почему-то тоже получили свое название. В абхазской вариации я как раз использую акадаки. Вот я привожу данные греческого филолога Бабинетиса, происхождение слова кандак и так далее, связанные с папирусом, с текстом папируса и так далее. Сейчас я на этом не буду останавливаться. Следующий слайд. Значит, очень интересно
я даю пояснение, историческое пояснение термину акадач, абхазскому термину, значит, который означает, в современном абхазском языке означает болтать, пустословить, значит, и так далее. То есть с таким отрицательным оттенком. Исследователи Кузнецов и Кузнецова в своей работе, посвященной, значит, молению Лза, которая официально на абхазском языке называется акадач, акадач или акадач, значит, они объясняют, и с моей точки зрения абсолютно точно объясняют, вот это происхождение семантического сдвига. Они говорят о том, что, например, напрашивается мысль, что такой семантический сдвиг мог быть продиктован неким идеологическим неприятием соответствующей религиозной практики. Чему известны аналоги служат, например, русское читать как Пономарь имеется в виду без выражения, без чувства. А поскольку кондак очень распространенный, много раз используется и так далее, вот, наверное, вот такой, значит, отрицательный семантический сдвиг он получил в абхазском языке. Значит, этот же термин используется в карвельском языке, кадаки, кадагеба, значение проповедник, иногда прорицатель или проповедь. Используется у аланов значение кадек, кадегенек, которое означает, значит, рассказ и так далее. И причем один из вариантов, там есть спор, например, два известных исследователя истории алана языка, Миллер полагает, что это заимствование из грузинского языка, Абаев полагает, что нет, из иранского языка, и Абаев приписывает ему такое значение «хвалебная песня». Это тоже поразительно, это совпадение. Да? То есть и в греческом оно означает то же самое. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, я акцентирую ваше внимание на следующем. Все-таки, как мне кажется, все эти исследователи, которых я перечислил, они советского периода, понятное дело, что никто из них вообще не упоминает греческое слово «кондакион», как церковного понятия и как гимна византийского наследия. Соответственно, с учетом того, что и Кардвелы, и мы, Абазги, Апсилы и Аланы, значит, христианство играло ключевую роль, и мы были включены в ареал влияния Византии, нет никакого сомнения, что этот термин «кондакион» в форме «акадач», значит, существует и в абхазском языке. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь, значит, относительно 12 двунадесятых праздников. Значит, из них 7 относятся к Христу, значит, 5 относятся к событиям, связанным с Девой Марией. То есть эти кондаки и тропаи раскрывают тематику большей частью евангельскую. Значит, теперь обращаю ваше внимание, я выделил красным передачу слова «Господь» на абхазском «хахду», а не вошедшие после перевода в Гулия «хакуту». Отдельная статья у меня по этой теме существует, я поэтому сейчас не буду на этой теме останавливаться. И второе, значит, яса кирса. Следующий слайд, пожалуйста. Вот во втором, значит, в отношении наименования, значит, имени Христа яса кирса. Мне удалось из разных тех доступных источников найти следующие вариации. Например, абхазская азбука, 1892 год, Иесу Христе. Генко, значит, 1928 год, Иса Кристай и Микая, например, Иса Криста. Последний, я думаю, что это немножко выдуманный термин, значит, с учетом работы Микая, я много раз с этим сталкивался. Дальше привожу здесь интересную заметку Николая Мара, который полагал, что ставшие народными абхазские формы христианских имен, в том числе Иесу Христа, да, значит, комиссия, которая переводила книги, она от них избавилась, он говорит. Да? Значит, и вместо народного использовали кальку и Иисус Христос, который потом и Мышкин Васуля тоже эту традицию сохранял. Теперь относительно названия Рождества и месяца декабря в абхазском языке, кирса,
как полагает филолог Вячеслав Чириков, это заимствовано из венгерского языка. Здесь я ничего не могу сказать, это вполне может быть так. Единственное, что я хочу отметить, что на абхазском языке, например, мы не можем сказать христианство, а христианство, и так далее. Тут ряд еще вопросов, которые вы потом прочтете в статье. Следующий слайд, пожалуйста. Первый из этих праздников, значит, Рождество Христово. Я использую два термина. Значит, один Ижрак, который дословно берет греческий термин воплощение, не столько рождение, сколько именно воплощение. Саркоси. Значит, Ира и краткое его название в абхазской вариации. Вот здесь я обращаю ваше внимание на даты празднования, да, по так называемому новому и старому стилю. Я здесь объясняю разницу между новоюлианским календарем, который сегодня используется 9 православными церквями, и юлианским календарем, который используется остальными 6 православными церквями. Между ними разница 13 дней. К сожалению, наши исследователи, которые занимались темой праздников у абхазов, не учили этот нюанс, и поэтому в нашей Конституции, например, Жернева, значит, новолетие, закреплена дата 13-14, 13 на 14, хотя это неправильно. Значит, Жернева и в работах Дмитрия Гуля, и дореволюционных работах, пока не было реформы календарной советской власти, там дата стоит 31 декабря и 1 января. Поэтому надо было говорить, что 31 на 1, которое до реформы советской власти приходилось на 13 и 14 по старому стилю. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, дальше, значит, да, я хотел отметить, что я даю полное название этих праздников в переводе на абхазский язык, так как они обозначены в церковно-богослужебных книгах, значит, и в календарях, и потом сокращенное, что чаще всего используется, чтобы каждый раз все это не перечислять. В данном случае вы видите, значит, праздник Богоявления, почему-то в народе укрепившийся как праздник Крещения Христа, на самом деле это не так. Это праздник не называется крещением, он называется Богоявлением. И обращаю ваше внимание, что вы сейчас видите от этого слайда и далее будете видеть миниатюры из знаменитого, значит, Евангелия Мукского собора из Абхазии 1300 года, который хранится значит, в институте рукописи в Тбилиси и был отреставрирован в 15-16 годах при участии Европейского Союза. Была произведена консервация. Это уникальная рукопись. Я на что обращаю ваше внимание? Обращаю ваше внимание, что все миниатюры в этой книге имеют сопроводительные надписи на греческом языке, что, скорее всего, нам говорит о том, что это полимпсест, то есть погашенный текст, на котором остались миниатюры, потому что это было дорогое удовольствие их заново делать, а текст греческий поверх был написан грузинский текст Евангелия. Значит, и в данном случае вы видите сцену, значит, крещения Христа. Второй праздник – это Преображение Господня. Значит, то же самое, я даю полное название. Следующий слайд, пожалуйста, я понимаю, что увлекся миниатюрой. Вот, пожалуйста, кстати сказать, хочу отметить, что это уникальные на самом деле миниатюры, потому что с точки зрения их исполнения, художественного исполнения, это очень серьезная школа, которая выполняла этот заказ епископа Мокского в 1300 году. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, теперь я хочу остановиться на празднике Вход Господень в Иерусалим, который в абхазской традиции, в абжуйской части Абхазии имеет такое название, как Айя-Байя. Ну, есть еще несколько вариантов, да? Айя-Байя, Аия-Байя, да. Но я даю в качестве главного наиболее близкий к греческому оригиналу, потому что это название происходит от двух слов. Айя, агиос, святой, святая,
Вая, бая, которая из коптского языка попадает в греческий, и потом из греческого все остальные языки, означающие финик, пальму, значит, ветку пальмы. И отсюда, значит, мы имеем абсолютно точный перевод греческого Агия Вая, то есть святая Вая, Агия Вая. Вот в такой форме. И обращаю ваше внимание, что среди этих 12 двунадесятых праздников, то есть 12 важных христианских праздников, имеется часть из них, которые имеют стабильно одну и ту же дату, как Рождество, например, 25 декабря, а часть из них передвижные и связаны с праздником Пасхи. И это вот разделение тоже существует в византийской, значит, ее ортологии, то есть учение о праздниках Византийской церкви. Следующий слайд, пожалуйста. Вот прекрасная миниатюра. Значит, теперь мы здесь видим Вознесение. Значит, здесь не буду я останавливаться. Следующий слайд. Дальше шестой. Значит, всемирное воздвижение креста Господня, которое не раскрывает евангельский сюжет, поэтому он отсутствует в Мукской рукописи, но это один из больших, очень важных праздников. Теперь дальше, Пятидесятница, следующий слайд, пожалуйста. Праздник Пятидесятницы. Обращаю ваше внимание на термин «хнацка». Значит, я хочу на нем остановиться. Дело в том, что следующий слайд, пожалуйста. Значит, ключевое понятие христианской теологии, да, и Агия Триада, Святая Троица, я перевел «хнацка». Значит, Дмитрий Гулев в своих переводах предложил «хюра», да, значит, но потом оно вошло в оборот, и во всех богослужебных книгах дореволюционных, и переизданных в наше время, и в наше время во многих абхазских храмах этот термин используется. Но он не верен. Почему? Потому что в этом термине «ю» означает «человека». И это мы не можем транслировать к понятию Святой Троицы, понятию ипостаси. Да? Значит, и тут возникает путаница. Потом я в одно время использовал такой термин, как «ицкюхать». Но от этого тоже я отказался, потому что все-таки «хать» означает «триединый». Да? И, наконец, обратил свое внимание на этот термин благодаря, сейчас его здесь нет, он сегодня выступал, Денису Трещаловичу Чичхале, который обратил мое внимание на наличие у быхов и у санцев культа Ахена, значит, которое понятно, что в позднее время получило совершенно другую интерпретацию, вот, когда происходил процесс этнизирования христианства при отсутствии института христианства и ее упадке, вот, там много чего появилось. Но изначально тут очень интересный момент существует. Значит, вот этот термин «ахына» используется к топографии, это, значит, район Сочи, Хостинский район Сочи, к топографии, к названию горы Ахун. И исследователи полагают, что и Ахун, и Ахун изначально назывался Ахын, и там же находится храм, византийская базилика 8, предположительно 8-10 века. Вот. И целый ряд других фактов, которые я в своей статье отдельно привожу, сейчас у меня нет на это времени, свидетельствуют о том, что у нас нет никакого сомнения, что Х означает Троица. И вот я еще привожу вам один из терминов, ахнаш, значит, ахандра нараша в абхазском языке. Теперь, значит, на термины ахына много раз нам придется еще раз возвращаться, потому что я не филолог. В данном случае мое утверждение касается теологического аспекта, исторического аспекта. Все-таки филологи должны будут здесь разобраться. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, теперь праздники, связанные с Богородицей. Здесь хочу обратить ваше внимание на следующее. Значит, первый праздник с ней связанный, понятное дело, Рождество Богородицы. Кстати сказать, церковный календарь начинается именно с этого праздника. Почему? Потому что византийская календарная система знает новолетие 1 сентября. Она не знает новолетие 1 января. И это 1 января только вошло после Григорианской реформы 16 века. Поэтому мы с вами тоже Новый год праздновали 1 сентября. Так вот, Рождество Богородицы. Обращаю ваше внимание, французский путешественник Эдмон де Марини, значит, в начале 19 века
записал о том, что причерноморские ядыги наиболее близки к нам и абсолютно идентичны в области культуры, традиций и так далее, религиозных верований. Они почитали Богородицу под именем Мериса и Мериам, или Мариам. Но это изначальная форма имени Девы Марии, которую мы встречаем в Евангелии. И почему-то они именно праздновали в сентябре месяце, что дает нам повод отождествлять, что речь идет, скорее всего, о празднике Рождества Богородицы. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь, значит, здесь хочу обратить внимание на следующее. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник, который приходится на ноябрь, но по старому стилю на декабрь в наше время попадает. Здесь особо хочу обратить внимание на сообщение Джеймса Белла 1838 года. В своем дневнике, 6 ноября он записал из уст человека, который его сопровождал, его звали Лукас, он понимал дыкский язык, язык, в данном случае речь идет об шапсуках, он понимал их язык, и ему удалось. Они праздновали последний праздник Богородицы, и поздно ночью молодые девушки, где-то на полянке, собравшись, пели в честь нее гимн. И какие слова мы видим в этом гимне? Перевод с английского. «Твои длинные струящиеся одежды сияют серебром, ты госпожа неба и защитница юных дев, о, пошли нам обильный урожай вместе с миром и счастьем». Вот если мы возьмем первые две строки, твои длинные струящиеся одежды сияют серебром, ты госпожа неба и защитница юных дев, это абсолютная точная передача содержательной части византийских гимнов, посвященной Богородице. А вот уже последнее, это уже элемент этнизированного христианства, когда простые люди чаще всего все связывали с сельскохозяйственной деятельностью, с попыткой все это защитить с помощью покровительства Богородицы, святых и так далее, и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь, Благовещение Пресвятой Богородицы у абхазов сохранился потрясающий термин, который Агульгечаши, Агульгечашахара и так далее. То есть Евангелие, главное слово, использующее для названия книги, которое означает «благая» и означает одновременно «радостная весть». Вот это абсолютно точно мы можем полагать, что это все-таки устоявшийся термин, который является наследием христианства Абхазии. Здесь вы видите миниатюру из того же Мукского Евангелия 1300 года. Следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь тоже хочу обратить ваше внимание. Название праздника Сретение. Когда я использовал греческую вариацию «ипапанди», что в переводе означает, в переводе на церковно-славянский язык «сретение», в переводе на русский «встреча». Когда я опубликовал, Денис Кивичалович Чхалин мне написал в комментариях: отец Дорофей, у нас есть прекрасный термин, почему ты его не используешь, автогулара. Вначале как-то меня это смутило, я не мог соглашаться, но в конечном итоге я согласен с названным автором и в своей работе отныне впредь использую именно этот термин. Следующий, пожалуйста, слайд. Наконец, Успение Пресвятой Богородицы. Один из важнейших праздников у абхазов наравне с Пасхой. Я как-то до этого не понимал, почему именно такое отношение к Успению Богородицы. Во-первых, вы видите миниатюру из Мукского Евангелия. А второе, что я хочу сказать, дело в том, что когда я находился в Греции, я учился там и работал 8 лет, я понял, что среди грекоговорящих христиан главный после Пасхи праздник – это Успение Богородицы, но не Рождество, как мы полагаем чаще всего, для общего христианства. И действительно, они его даже называют Пасхой лета, когда они все уезжают на острова, в деревни, торжества, закалывание коз, приглашение людей и так далее в каждой семье. Это очень удивительная вещь. Но здесь я хочу отметить следующий слайд, пожалуйста. У абхазов
есть та особенность, которую мы не встречаем среди других христианских народов. В этот день накрывается особая трапеза, когда поминаются усопшие. Сам процесс этой трапезы, молитва, которая произносится, сама процедура, да, вот все, что происходит, это удивительно, богословски очень содержательная вещь, которой можно целую лекцию посвятить, поэтому сейчас на нем я не буду останавливаться. И здесь же я демонстрирую главные абхазские христианские храмы в честь Успения Богородицы. И начинаю свой список с руин на горе Дедрыбш, где там, значит, моление происходит у подножия горы Дедрыбш, а наверху стоят руины древней церкви. Есть у нас и рисунок, и описание, и так далее. Так вот, этот, значит, руины называются Дедрыбш Анапс Ных. Это удивительный термин, который в такой форме сохранился и точно передает, значит, абхазское название того, что я сейчас излагаю, Успение Пресвятой Богородицы. Ну и дальше всем нам известный Дранский собор VI века, Лыханский храм IX века, Мукский кафедральный собор X века. Обращаю ваше внимание, что я там тоже использую акадедрал, потому что греческая фита во всех языках передается через «т», а в абхазский через «т», поэтому, когда мы говорим, переводим имя Фомарь, мы говорим Тамар. Вот. Значит, или мы говорим Анфиса, мы говорим Антица. Это все передачи греческих слов. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, теперь относительно истории. Дмитрий Гулев в 1910 году опубликовал небольшую брошюру, которая называется «Акельсян Яши Класия Анахадука. Важнейшие праздники православной церкви», куда он включил 13 праздников, 12 о которых я выше сказал, и туда же добавил Пасху. Значит, в этой работе, я сейчас не буду перечислять, он дает первые вариации, значит, названий этих праздников на абхазском языке, в его переводе, и там календарное название месяцев идет по-европейскому, то есть нет никаких вариаций ни абхазских, ни каких-либо других. Но кому интересно, можете посмотреть. В другой же своей работе, прошу прощения, значит, следующий слайд, в другой же своей работе, которая называется «Харабса Чудырхус Яхаму Янбаным Шу», опубликованная в 1919 году в газете «Апсны», он писал следующее. «Жух Нанха», обращаю ваше внимание, «Жух Нанха». Сегодня у нас, если любого абхазца спросить, Нанхан Бахабу, он вам скажет 28 августа. Значит, «Жух Нанха Аншадзахша Злочей Псара Анш Харахзыны Хазрупха Суху». Аншиян Апсны Чухуис Хчаюс Дехамоза. Жит Пяхухаму Казадилза Ухама, Лыхна Ухама, Цпабына Ухама, Муку Ухама, Задила Лыхиц, Алу Безлапацу. Лзаныха Аншадзахша Злыха, Ужиги Гилат Епами, Уязы Кра Анбахату. Я Антамиш, он имеет в виду Пицунскую икону Божьей Матери, значит, золотую икону, которая сейчас хранится в Тбилисском государственном музее. Следующий слайд, пожалуйста. Для истории хочу обратить ваше внимание, что вышла такая книга, была комиссия, это хорошо известная тема, комиссия по переводу богослужебных и религиозно-нравственных книг на абхазский язык. Начала она активную работу в 1906 году и вела до 2014 года, до начала Первой мировой войны. Так вот, они издали такую книгу, называется «Богослужебный спорник». И здесь мы встречаем перевод 80 тропарей и 3 кандаков на абхазский язык впервые. Единственное, что среди всех этих 83 тропарей и кандаков нет тропарей и кандаков, посвященных 12 праздникам. Теперь, наконец, значит, по поводу моего перевода. Следующий слайд. Работа была начата в 2014 году и завершилась в 2024 году. Значит, в течение 10 лет я занимался не потому, что, значит, так растянулось из-за того, что это тексты большие и так далее. Тексты небольшие на самом деле. Но затянулось именно потому, что шла адаптация. Во-первых, перевод сделан с древнегреческого языка впервые, значит, на абхазский язык. И я в своей статье даю оригинальный текст на древнегреческом, перевод на абхазском.
Во-вторых, значит, вот благодарю Тамилу Аршипа и Арду Аршипа, которые здесь присутствуют, которые корректировали все эти тексты. В-третьих, шла адаптация. То есть эти тексты прочитывались громогласно, пропевались в Новоафонском монастыре. И каждый раз, когда мы это делали, мы понимали, что тот или иной термин не подходит, то или иное слово нужно переставить для того, чтобы все это звучало мелодично, потому что речь идет о гимнографии. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, и следующий. Вот для, значит, ясности, чтобы вы понимали, вот один из тропарей, значит, Рождеству Христову 4 глаз, Апшдебебжи, то есть в византийской гимнографии существует 8 распевов, которые чередуются, поочередно они идут. И эту культуру 8 распевов, оно тоже потихонечку у нас вводится. Я завершаю свое выступление, значит, прочтением текста перевода тропаря Рождеству Христову. Уира кимса ханча, абсабара диру лошара нескапхей, избан зеруяла эти курымец зуаз, а эти уги дерцан, уарая шарамра вейхерхора, уарахахим яхалашу амру дыррей, хахду и умаз ах запша. Благодарю за внимание.